копейки. Бюджет Ингушетии принят единогласно. Мы стали лучшими. НТК Ингушетия на Пятигорском форуме признана открытием года. Главное, чтобы понравилось моей маме. Как готовиться к родительскому празднику. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Проведение ЕГЭ в 2014 году стало главной темой видеоконференции под председательством полпреда президента ВСКФО Александра Хлопонина. Он отметил, что коррупционная составляющая относительно единого госэкзамена должна быть исключена. А для этого необходимо принять целый ряд мер. Создать рабочие группы. В каждый региональный центр обработки информации будут направлены инспекторы. А использование телефона во время экзамена и выкладывание экзаменационных вопросов в интернет будут караться аннулированием работ. Вторым вопросом было согласование объектов образования и здравоохранения, включенных в проект федеральной целевой программы «Юг России». Планируется развить сеть учреждений образования и здравоохранения на Кавказе. Юнусбек Евкуров отметил, что республика на данный момент остро нуждается в таких учреждениях. Незаконная миграция в республику. Этот вопрос сегодня обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Ингушетии. По республике Министерством внутренних дел выявлено более 800 нелегалов. 25 из них были без документов. Это граждане Вьетнама. Более 300 человек добровольно покинули территорию республики. Остальные были отпущены. Со слов заместителя начальника полиции Амира Султыгова, большинство мигрантов имели сертификаты на работу в республике. Их ФМС выписывала в этом году более 2000. По этому поводу высказал недовольство глава республики. Он дал распоряжение руководителю ФМС Магомеду Батаеву в разы уменьшить число сертификатов, а при возможности вообще отказаться от услуг мигрантов. Напомню, поводом для тотальной проверки стала жалоба жителей Насыркортского административного округа, которые написали на блог главы о том, что по соседству на протяжении длительного времени живут мигранты из ближнего зарубежья. 3/4 региональной казны пойдут на социальные программы. Увеличение зарплат, медицинская помощь и выполнение поручений президента. Такое решение сегодня в первом чтении приняли законодатели. Лейла Гайсанова о бюджетной политике. Первым и основным вопросом обсуждения стал республиканский бюджет. В этом году впервые его проект охватывает все сферы деятельности исполнительных органов власти Ингушетии. Доходы казны около 2,5 миллиардов рублей, расходы на 17 миллиардов больше. Доходы республиканского бюджета на предстоящий год по налоговым и неналоговым платежам прогнозируются в сумме 2 миллиарда 499 миллионов с ростом к плановому уровню текущего года на 20,4%. Это рост зарплат, развитие образования, расходы на медицину. Многие лечебные учреждения переходят от федерального финансирования в фонд медицинского страхования. Общий объем доходов и расходов у нас составляет 5 миллиардов 108 миллионов рублей. Особенности у нас исполнения бюджета в 2014 году заключается в том, что за счет средств федерального фонда у нас предусмотрено строительство перинатального центра, который будет строиться в республике. На этот раз законопроект был представлен максимально прозрачно и с соблюдением всех требований закона республики о бюджетном процессе. Выполнены были необходимые процедурные мероприятия, опубликован сам законопроект в прессе, проведены публичные слушания, в результате которых были сняты большинство вопросов, которые для многих участников этих публичных слушаний вызывали. Публичные слушания дали возможность депутатам глубже понять, что из себя представляет республиканский бюджет. И вопросов к министру финансов было не так много по сравнению с предыдущими годами. Принят был бюджет Ингушетии на 2014 год единогласно, но впереди еще 2 чтения. Лейла Гайсанова, Резван Аушев, Новости 24. Ну а теперь о конкретных показателях. Итак, доходы республиканского бюджета на 2014 год прогнозируются в сумме 2,5 миллиарда рублей. При этом рост к плановому уровню текущего года составит примерно 20%. Основные источники – это налог на прибыль организации, он запланирован в объеме более 200 миллионов рублей. Налог на доходы физических лиц составит более миллиарда. Более 500 миллионов уйдет на уплату акцизов на ГСМ. Налог на имущество организации около 300 миллионов рублей. Уровень дотационности составит 83%. При этом общий объем расходов более 19 миллиардов рублей.
В первом форуме СМИ Северного Кавказа приняли участие около 300 человек, в том числе главные редакторы и журналисты 103 основных региональных СМИ. Медиафорум в Пятигорске почтили и полномочный представитель президента России в СКФО Александр Хлопонин и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Основная тема форума – современные медиа о современном Кавказе. Уже в конце первого дня стали известны результаты. Наша коллега Лиза Евлоева в номинации «Журналист года» в СКФО заняла 3-е место. Второе получил медиапроект «Битва в горах». Открытием года признана национальная телекомпания «Ингушетия». 1-е место. Буквально 1,5 года назад была ровная поляна. Не было ничего, ни проекта, ничего не было. И буквально за эти 1,5 года был выстроен огромный комплекс, которому нет аналогов в России. Была сформирована команда, которая буквально с 27 августа работает уже на всю Россию, грубо говоря, на весь мир. Во всех приложениях мы все это можем наблюдать. И сегодня этот молодой коллектив, которому хотелось бы откровенно сказать большое спасибо, сделали, грубо говоря, невозможное. На ровном месте 40 проектов за 2,5 месяца. Сегодня можете оценивать эту работу у нас в эфире. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Обеспечение жильем детей-сирот стало главной темой правового часа, который провели в Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева. Мероприятие прошло в рамках реализации республиканской целевой программы повышения правовой культуры населения и приурочили его ко Всемирному дню ребенка. О социальной защите детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, говорили инспекторы по делам несовершеннолетних, преподаватели и психологи общеобразовательных школ Сунжинского района. Подробности у начальника правового отдела Магомеда Цичуева. Дети-сироты, они являются слабозащищенной категорией населения. Это люди, которые остались без родителей. И тогда, когда эти люди остаются без родителей, оказание соответствующей помощи, решение их проблем, это является именно в первую очередь заботой государства. Программа поддержки начинающим фермерам, действующая в Ингушетии, помогла многим заинтересованным хозяйственникам расширить собственное дело. Теперь можно просто подать заявку в Министерство сельского хозяйства и пройти специальный курс. Выдача грантов в случае удачного бизнес-проекта рассчитана до 2016 года. О том, как труд и государственная поддержка приносят реальные результаты, расскажет Индира Манкиева. Яхья Миржой владеет семейной фермой Миржо. Животноводством он занимается с 97-го, а оформил ферму в 2002 году. В хозяйстве у Яхьи Миржоева 80 голов крупнорогатого скота, 60 овец и 5 лошадей. Содержать их, имея участок 30 гектаров, непросто. На нем, к тому же, нужно выращивать для животных корм. Яхья уже построил новую ферму, рядом с которой находится дом для будущих рабочих и хранилище для сена. Осталось завершить внутренние работы. Для этого и для того, чтобы купить еще 80 голов скота, он и подал заявку на получение гранта. Хочу закончить как бы по мере возможности. Так как у меня средств не хватает, я не могу закончить его. Но если бы мне дали бы грант, я бы его закончил бы. Он любит свою работу и своих животных. Миржоев уже в запасе с сеном для скота, которое растет на его участке. Вот мне дали в аренду вот эту землю на 49 лет. Так я уже пользуюсь 3-й год. Посел у меня здесь пшеница. Я сею пшеницу здесь. Посеял для своего скота и распродажу для населения. Вот 20 гектаров я посеял. И вроде ничего, хорошо получилось у меня. Вышло нормально. Растительность у нее нормальная. Я этим доволен. За время работы с животными Яхья сумел даже приучить лошадей. На ферме трудятся члены семьи Миржоева, 2 сына и дочь. Они дружно поддерживают отца и надеются на то, что ему не откажут при выдаче гранта. Индира Манкиева, Илья Дасхоев, Новости 24. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства республики обсудили на совещании в правительстве Ингушетии. Подобные встречи позволят устранить несогласованность планов ответственных служб. Премьер-министр поднял проблемы технического состояния, оснащения водозабора и скважин, а также работу служб эксплуатации. Подробнее в нашем сюжете. В работе совещания приняли участие исполняющий обязанности министра финансов региона Багаудин Халухаев, директор ГУП «Ингушводоканал» Ибрагим Ганиев, глава администрации городов и районов республики, начальники и главные инженеры городских водоканалов, а также ответственные работники аппарата правительства Республики Ингушетия. Открывая совещание, Абубакар Майсагов акцентировал внимание участников встречи на том, что системное обсуждение вопросов комплексного подхода к перспективам развития водопроводного хозяйства региона позволит устранить несогласованность планов ответственных служб. В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы: техническое оснащение и
состояние водозабора и скважин, техническое оснащение служб эксплуатации, состояние содержания водопроводных сетей, а также сбора платежей и создание единой базы данных. Представители водоканала отметили, что снизить расходы на добычу и подачу воды до потребителя позволит замена насосов и других расходных материалов. Ситуация, сложившаяся по сборам средств в водоканале, показатель слабой работы как начальников предприятий, так и глав администрации. Мы должны понимать, чтобы добиться результата по заданным направлениям, в первую очередь надо решить вопрос сбора платежей с населения, заявил премьер-министр. Абубакар Мальсагов обратил внимание на необходимость проведения разъяснительных работ среди населения, используя все средства массовой информации, и призвал глав администрации помогать службам ЖКХ в этом. Завершая работу совещания, председатель правительства Ингушетии дал ряд поручений, которые позволят увеличить сборы за потребление воды. Для улучшения платежной дисциплины было предложено установить терминалы в населенных пунктах, создать комиссию по сбору платежей, в состав которой войдут ответственные заместители администрации муниципалитетов, а также установить приборы учета на входе каждого населенного пункта. Руку помощи больным детям и детям из малоимущих семей пригородного района протянули сотрудники Комитета по делам молодежи Ингушетии. Причем сделали это в прямом и переносном смысле. Благотворительная акция с таким гуманным названием позволила собрать детские вещи. Сделать добро и согреть малышей можно в любое удобное время. Вопрос только в желании и решительности. Наш корреспондент Хадия Дельбиева прочувствовал на себе радость благодарных детских глаз. Люди, готовясь к зиме, покупают новые вещи, старые убирают в дальний ящик. Молодежный комитет обратился с призывом принести ненужные зимние вещи. В результате более 50 детей были одеты к зиме. Хотелось бы отметить активность простых жителей, граждан, которые на прямом смысле приходили, передавали вещи с 24 октября, и мы ее продлили до 19 ноября текущего года. Что люди приходили, хотели принять свое участие в этой акции, поэтому мы продлили до 19 ноября. Целью поездки было посетить 3 сельских поселения пригородного района – Чермен, Дачное и Тарское. В каждом из них заглянули в 10-15 домов. Куртки, костюмы, платья – все это передали нуждающимся семьям. Вот в таких пакетах раздавали детям подарки от 2 до 10 лет. Сегодня мы заехали к 7-летнему Самиру. Самир, смотри, это тебе подарок. Держи. Чего надо сказать, Самир? Подарок свой держи. Как? Важно отдавать помощь лично в руки нуждающимся, минуя посредников, считает активист Елизавета Баркинхоева. Столько радости было в глазах детей, это было настолько интересно, что дети рады подаркам. И, конечно, может быть, это не новогодние подарки, наверное, они ждали там сладости или что-то, но это очень хорошие, добротные вещи. То есть это все то, что детям крайне необходимо. Я считаю, что пусть это небольшое, но это сегодня в сердце детей вселяет какую-то радость. Благотворительному визиту была рада и 7-летняя Тома Баркинхоева. У нее есть еще младший брат и сестра, а родители безработные. И главное для нее это сейчас, вот я знаю, как она тоже будет этому радуется. Она даже не ожидала, что вот такой вот. Не знаю, спасибо большое. У меня даже слов нету. Спасибо. Такие акции будут проводиться ежегодно, и они станут хорошей традицией. Хадия Дельбиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Радость и детский восторг сегодня можно было наблюдать и в 5-м детском саду в Назране. Здесь в канун Дня матери устроили большой праздник. Дети по-взрослому проявляли заботу и внимание. Сегодня мамы ушли из дошкольного учреждения не с пустыми руками. 5-летняя Люба Евлоева ходит в старшую группу детского сада «Сказка». Сегодня девочка как никогда нарядная. Банты, белая блузка и черный галстук. Она долго ждала этого дня и готовилась к нему давно. Репетировала танец, стихи и песню. Пусть будет долгим. Люблю свою маму, я ей помогаю по дому. Подметаю, мою посуду. Рано утром просыпаюсь, я глаз твоих, мне они заменят солнце. День матери – один из самых трогательных праздников. Многие мамы и бабушки не остались равнодушными к детским выступлениям. Счастье и красота материнства во все века воспевались поэтами. И воспитанники детского сада назвали мероприятие строками из известного стихотворения «Яблоня украшена плодами, женщина судьбой своих детей». Мне понравился день, посвященный матерям. Мы сегодня очень хорошо отдохнули, наши дети хорошо выступали. Стихи и песни посвящали не только матерям, но и бабушкам. Сегодняшнее мероприятие, посвященное Дню матери, оно нам очень понравилось. Я здесь являюсь бабушкой. Было очень красиво подготовлено. Были песни, танцы. Дети не упускали случая сказать, как они любят самого важного человека в их жизни.
сегодня у мамы день матери. Мама самая лучшая. Я ее очень люблю. Музыкально-литературная композиция включала разные танцы, песни и стихи о маме. Дети старались, и праздник удался на славу. Фатима Кариева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Спасибо за внимание и удачных вам выходных.